Bunlar bizim uzun zamandır değerlendirmeye aldığımız projelerdi. Bu sene içerisinde de son incelemelerini yaptık. Komrat'ta öncelikle tadilatı öngörülüyor bu projenin ve çocuk bahçesinin, daha sonra hastanenin de bir tadilat projesi vardı. Mühendislerimiz bu binaların yeniden yapılmasının daha uygun olacağını söylediler. Buna göre biz de yeni bir projelendirme çalışmasına başladık. Bugün de o projelendirmenin en son aşamasında buradaki firmayla uygulamaların son detayların belirlenmesi, dizayn edilmesi, izinlerin alınması üzerine bir çalışma başlatılıyor ve bu çalışmanın da Şubat ayı sonuna bitirilmesi, eğer izinlerde de bir sıkıntı çıkmazsa, bahar aylarında da ihaleye çıkılması ve uygulama süreçlerinin başlatılması planlanıyor. Bizim bir önceliğimiz ya da bir tercihimiz yok. Bunların ihalesi burada olacak, Moldova'da olacak ve bir yeterlilik kriteri olacak. Bu kriterleri sağlayan bütün Moldovan firmalar, Türk firmalar hepsi davetlidir. Tabii bu iki proje, hastane ve kreş, sağlık ve eğitim alanlarında çok önemli. Onun dışında bir büyük projemiz daha vardı bizim. Bir eğitim kompleksi, 500 öğrenci için yine Komrat'ta. Onun da süreçleri devam ediyor. Belki onun da uygulama süreçlerini başlama aşamasına getireceğiz. Ayrıca hayvancılık alanında önemli projelerimiz var. Biz geçen sene keçicilik alanında ve gıda üretimi alanında çok güzel projeler yaptık. Bunların devamını istiyoruz. Bu anlamda çeşitli heyetlerin gidip gelmesi, tecrübe alışverişi olabilir. Belki birliklerin güçlendirilmesi alanında çeşitli faaliyetler olacak. Daha stratejik, daha politika temelli yaklaşımlar benimseyeceğiz. Benzer şekilde tarımsal üretime gelir kaynağı olarak ek olması açısından mesleki eğitim alanında çeşitli projelerimiz olacak. Bunların hepsini Sayın Başkan'la, Sayın Yürütme Komitesi üyeleriyle istişare halinde şekillendirmeyi planlıyoruz. Исполнительный комитет с координатором ТИКи Джанал Аль-Паслан, с представителем ТИКи Республики Молдовы была подписана дорожная карта. В рамках этой дорожной карты уже часть проектов, которые были утверждены в 2015 году, были реализованы. Сейчас мы будем обсуждать также эту дорожную карту на 2016 год, потому что мы хотим включить еще ряд новых проектов. Также мы потом вас с этими новыми проектами ознакомим, которые будут реализовываться на территории Гагаузии, но основная встреча и прибытие рабочего визита Гажал Аль-Паслан с делегацией. Приехали специалисты с Анкары. Мы обсудили 3 приоритетных проекта, которые будут реализованы в муниципии Комрат. Подрядную организацию, в принципе, выбирает само агентство ТИКа, и все договора и обязательства по строительству берет на себя организация сама же ТИКа. Вот, в принципе, да, заказчиками не являются, они нам дают уже окончательный вариант, то есть вручают нам ключи от будущих построенных новых объектов. В рамках реализации этих проектов, которым планируется проведение тендеров в феврале, начало весны, то я думаю, что наши строительные компании, зарегистрированные на территории автономии, конечно же, могут также участвовать в тендерах. Проектов ТИКа у нас очень много выполнено. Это и дом престарелых и так далее. Сейчас мы говорим о новых проектах, которые уже запланированы. Это круглосуточный детский садик в районе Крузного завода, потом поликлиника, или больница, которая будет у нас, и колледж, и лицей Таипа Эрдогана, который будет напротив озера. Мы сейчас говорим о вот этих проектах, и, наверное, будут предоставлены уже какие-то проекты, чтобы работы могли начинаться весной. То есть детского садика начнут это точно, потому что это в приоритетном уровне находится, да, потому что круглосуточный детский садик нам очень нужен. И далее уже, я думаю, что, наверное, поликлиника, больница, которой у нас тоже не хватает. Современного комплекса такого у нас не хватает. Не только в городе, но я так думаю, что там будет на весь регион Гагаузии, на всю Гагаузию. Поэтому уже исполком здесь занимается этими проектами. Мы со стороны Приморья занимаемся круглосуточным детским садиком и колледжем и Таипа Эрдогана, который должен быть напротив озера. Это уже мы совместно занимаемся.